Стенд Чеченской Республики на втором форуме СМИ Северного Кавказа вызвал особый интерес участников и почетных гостей мероприятия. Здесь представлены технические решения ЧГТРК «Грозный», современные студийные камеры и летательные аппараты для съемок. Их используют во время шествий, больших концертов, а также в горной местности. Впрочем, удивляли грозненцы не только своей техникой, но и внешним видом. Специально к этому событию для сотрудников шили форму. Об уровне чеченского телевидения речь зашла и на пленарном заседании с участием высоких гостей. Если мы хотим достучаться до наших сограждан, донести до них объективную информацию о том, чем живет сегодня Кавказ, недостаточно будет создать набор новых передач или средств массовой информации. Сами по себе новые медийные продукции не сработают, если не модернизировать всю систему взаимоотношений между властью, обществом и средствами массовой информации. Такая модернизация должна осуществляться одновременно с двух сторон. Я сейчас обращаюсь ко всем присутствующим представителям органов государственной власти, нашим коллегам, здесь присутствующим. Мы должны учиться быть более открытыми для граждан и для журналистов, как наиболее активной части общества. События, которые недавно произошли в Грозном, можно по-разному оценивать. Но то, что как раз центр, где располагались наши средства массовой информации, подвергся атаке и нападению, это еще раз говорит о том, все-таки, что действительно СМИ на сегодняшний день являются объектом нападения, если хотите, со стороны так называемых террористов. И это означает, что это очень большая сила, которая выросла за последнее время на Северном Кавказе. Мой первый визит в Грозный, я сразу сказал главе республики, что почему-то его не показывают. Почему, я могу сказать, что даже там, федеральные чиновники не знают о городе, какой он есть. Как изменился город, как он выглядит, вообще там, у нас таких мало городов. Очень важно, правильно, Александр Геннадьевич, я с ним соглашусь, и я попал в Грозный, когда открывался чемпионат России по тяжелой атлетике. Максимальное количество событий, которые позволили людям не только через СМИ, а в режиме собственных ощущений, разного уровня, разных предпочтений, социальных групп, увидеть, пообщаться и дальше рассказывать. Помимо презентации, чеченская делегация приняла участие в круглом столе, посвященном проекту «Дербент-2000». Здесь братья по перу обсуждают последние новости и делятся опытом. Также были подведены итоги ежегодной Кавказской интернет-премии «Прометей-2014». По результатам ежегодного открытого голосования журналистов СКФО лауреатами премии стали более 30 человек. Больше всех наград завоевали журналисты печатных и электронных СМИ из Чеченской Республики. Второй год подряд телеканал «Грозный» и радио «Грозный» заняли первые места в номинациях «Телеканал года» на Северном Кавказе и «Радиостанция года». В этом году наши ребята выигрывали ЕТФ регионы. Наш новый аппаратно-студийный комплекс, уже второй, он был признан лучшим техническим решением года в России. Знаете, это все было бы невозможно, это было бы для нас, мы все еще были бы таким маленьким городским каналом или такой небольшой республиканской компанией, если бы не было соответствующей поддержки от главы нашей республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. За это я его хочу отдельно поблагодарить. В то же самое время телевидение делает огромное количество людей. В нашем случае это более 300 сотрудников, которые каждый день работают 24 часа в сутки. Мы в этом году перешли уже на круглосуточный формат 16/9. Планируем довольно много нововведений. Я надеюсь, что благодаря всей той работе, которую проводит как наша телекомпания, так и все СМИ Северокавказского федерального округа, мы все-таки сможем сделать наш край более привлекательным. В номинации «Открытие года» в СМИ Северного Кавказа победил проект Миннаца Чечни пресс-эстафетой «Дойти до каждого». Лучшим журналистом Северного Кавказа стал Ислам Хатуев. Также представители Чечни заняли первые места в номинациях «Фоторепортер года» Муса Садулаев, «Лучшее печатное издание года» Вести Республики. За формирование единого информационного пространства СКФО награжден сотрудник ЧГТРК «Грозный» Дмитрий Ефремов. Еще больше спасибо
чеченскому народу, который на самом деле для меня этот Кавказ открыл и подарил мне возможность смотреть на него открыто и совершенно изменил мое отношение к Кавказу. Спасибо вам всем. Как освещают региональные СМИ события, происходящие в их регионах, какое у них техническое оснащение и уровень профессионализма, участники и гости форума получили ответы на все вопросы, а Чеченская Республика удвоила количество наград по сравнению с прошлым годом. Ахмед Джабраилов, Халид Мавсаев и Луиза Юнусова. Новости.